эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте, главные темы выпуска. В горный район село Бясь-Кюэль отправился первый заместитель председателя правительства Дмитрий Бердников. Он встретился с пострадавшими жителями. Какая лесопожарная обстановка в других районах республики на сегодняшний день? Отопительный сезон начался в Якутии. Первым подключили Аллаиховский район. В пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюэль уже начали расчистку территории. Сегодня там работает правительственная комиссия. Первый заместитель председателя правительства Дмитрий Бердников на месте провел выездное совещание с членами оперативного штаба по ликвидации последствий пожара. Встретился с сельчанами, обсудил с ними дальнейшее восстановление села. Зампред подчеркнул, что сейчас самое главное – это подготовка стройматериалов. Также сформирован список на социальные выплаты. В них вошли 178 человек. Сегодня мы определили перечень приоритетных мероприятий, которые будут здесь проведены. Это первое — восстановление инфраструктуры, обсуждение с жителями. Мы должны немедленно приступить к строительству жилья, индивидуального жилья, которое утрачено было в результате пожара. Это, напомню, более 40 домов. Сегодня у нас по спискам 185 человек являются пострадавшими, потерявшими жилье. Вот эти вопросы мы как раз сейчас на сходе с жителями обсуждали. Дальше восстановление инфраструктуры: газ, электричество, водоснабжение, оказание социальной помощи. Значит, все эти мероприятия сегодня определены, расписаны, ответственные лица назначены, ну и работа продолжается. Хочу напомнить, что до наступления холодов мы должны вопрос с восстановлением жилых домов решить. Это поручение главы республики, и мы обязаны его выполнить. Сегодня село функционирует, все социальные объекты функционируют, водоснабжение организовано. То есть жизнь в поселке, в принципе, сегодня находится в стабильном режиме. 18 детей из пострадавших семей в селе Бясь-Кюэль отправляются на отдых во Всероссийский детский центр «Орленок» в Краснодарском крае. Дети уже прибыли в столицу региона и сегодня вечером вылетают по маршруту далее. Также подготовлены 124 места в лагере «Сосновый Бор» в Якутске. Сейчас Министерство образования и районная администрация Горного формируют список детей, которые выйдут в лагерь уже завтра, во вторник. На данный момент формируются и списки пожилых граждан, которых обеспечат путевками в реабилитационные центры. Жители сел Кобякон и Фрунзе эвакуировали из-за лесного пожара, который приближается из Усть-Алданского района. Он наблюдается в 10 километрах от села Кобякон. Для эвакуированных предоставили спортивный лагерь «Албан» в Маймагинском наслеге, который стал пунктом временного размещения. Из Кобяконского наслега моторными лодками эвакуированы 63 человека, в том числе 38 детей. Из села Фрунзе эвакуирован 21 человек. К слову, на сегодняшний день в Кобяконском наслеге проживают около 340 жителей, имеется 152 жилых дома, 13 социальных объектов. В борьбе с огнем задействованы 61 человек и 10 единиц техники. Также туда направлен вертолет с добровольцами. Эвакуированные будут находиться в лагере до нормализации ситуации с пожарами. По приказу Министерства спорта мы наш лагерь, спортивный лагерь, сделали пунктом временного размещения. У нас недавнее время был лагерь, первый, второй сезон, третий сезон мы закрыли, поэтому все условия пункты временного проживания соответствуют. Там все кровати, столовая, все есть, работает, и это здорово нам помогло. В эти минуты в столице региона встречают военную технику сводной инженерной роты Минобороны России, которая будет задействована для борьбы с лесными пожарами на территории республики. Более подробно, сколько всего техники прибыло в регион и куда она будет распределена, расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Он сейчас с нами на прямой связи. Дима, здравствуй, тебе слово.
Кристина, добрый вечер. Сейчас мы находимся, вот как вы видите, в местности Даркалах. В эти минуты сюда, здесь отгрузили первую партию из спецтехники, которая сегодня вечером приехала в Нижний Бестях. И вот, получается, первые транспорты их отгрузили. Сейчас оператор будет показывать, а я немножко расскажу вообще, сколько Министерство обороны выделило техники для борьбы с лесными пожарами у нас в регионе. Это, получается, у нас 17 единиц спецтехники, 10 бронетранспортеров, 3 Урала, 2 КАМАЗа, 2 путепрокладчика БАТ-М, а также 128 человек личного состава. Ну, на данный момент транспорт поступает в столицу региона. Это, получается, у нас первый транспорт, их в количестве 5 штук. И далее сейчас еще из Нижнего Бестяха сюда направляется на паромах остальная часть техники. Ну, как сообщили в оперативном штабе, вся эта техника будет задействована на тушение лесных пожаров. В первую очередь сегодня они вечером поедут в сторону Намского района, а уже далее их перекинут в горный район. В эти минуты у меня такая информация, Кристина. На этом у меня пока все. Дима, спасибо. О прибытии военной техники в Якутск нам рассказал наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Мы продолжаем. А в Кобяйском Улусе ведутся работы по укреплению защиты от огня поселков Сангар и Кальвице. Для оперативного руководства мерами по тушению лесных пожаров накануне выехал председатель Государственного комитета республики по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков. На борьбу с огненной стихией привлечены все силы и средства. Накануне в превентивных целях были развернуты 3 пункта временного размещения людей вместимостью до 70 человек. На территории Кобяйского района действует 8 лесных пожаров. Задействовано всего 450 человек и 63 единицы техники. Высокая ветровая нагрузка по всему району продолжается. Угроза сохраняется в 3 населенных пунктах – Сангар, Ситта и Кальвица. На всех пожарах в ночное время проводилось окарауливание. На Сангарском пожаре сегодня выполняется работа по устройству минерализованных полос путем опахивания вдоль лесных профилей и дорог для проведения защитных встречных палов. Ближайшая кромка удерживается в 2 километрах от территории нефтебазы, где проводится дополнительное расширение защитной зоны емкостного парка. В Ситте кромка пожара удерживается на расстоянии 1,5 километра от населенного пункта. Круглосуточно выполняется проливка пожарной машиной и мотопомпами. В селе Кальвица возгорание внутри населенного пункта перешел в лесной массив и удерживается добровольцами и местным населением за минерализованной полосой села. В течение дня планируется переброска дополнительных сил и средств. В наслегах Кобяй, Аргас, Чагда, Тея проводятся подготовительные работы. А на территории Амгинского улуса действует 1 лесной пожар в селе Сатагай. Всего за пожароопасный сезон в Амгинском улусе было 12 возгораний. Пожар категории 11А действует на площади 1310 гектаров. На тушении задействованы около 70 человек, 2 трактора и 4 единицы бортового автомобиля. В данное время пожар полностью опахан. По периметру проводится встречный отжиг и окарауливание. И в настоящее время провели опашку, но были сложности, когда вот ветер сильно стоял вот последние дни. Пожар чуть не вышел из границы, но силами вот людей, которые там работают, остановили. В настоящее время там проводится окарауливание. Думаем, сегодня вот дадут локализацию пожара. А в Хангаласском улусе за выходные возникло 3 возгорания. Также огонь с горного улуса перекинулся на территорию района. Накануне зарегистрированы 2 лесных пожара в Титарынском и Кочекатском наслегах. В Титары пожар на площади 9 гектаров тушат 29 человек. В Кочекатцах площадь возгорания составляет 10 гектаров, задействованы 12 человек. Также накануне возник пожар в Жемконском первом наслеге. Там горит лес, в том числе почва. На площади 10 гектаров работают 16 человек. Лесной пожар, действовавший в Горном улусе в районе речки Кенкеме, пересек границу и продолжается на территории Немигюнского наслега. Тушением занимаются 37 человек. Наиболее сложные у нас 2 пожара, можно сказать. Это на территории Синского наслега под номером 39
И на территории Титаринского наследия, в Цинском наследии работает всего 28 человек и 3 единицы техники. Пожар находится на расстоянии более 10 километров от Цинского наследия. На территории Титаринского наследия тоже пожар находится где-то на расстоянии более 10 километров. Работает всего 36 человек и 3 единицы техники. При этом прогноз погоды на наступившую неделю в республике неутешительный. По словам специалистов Якутской гидрометеорологической службы, осадки и смена погоды ожидаются лишь к концу этой недели, и то лишь с малой вероятностью. Погоду начавшейся недели определяет антициклон, который смещается с северо-востока и занимает почти всю территорию северо-восточных и часть центральных районов Якутии. Далее он последует на запад. Антициклон говорит о погоде без осадков с довольно высокой температурой воздуха. Вот, значит, циклон, который у нас смещался с юга, и еще один циклон, смещающийся с юга, и ложбина от него распространялась на западные районы. Значит, Мирнинский, Сунтарский, Нюрбинский район, Ленский, Алекминский. Там прошли дожди разной интенсивности, от небольших до умеренных. Сейчас этот циклон смещается на Оленёкский район, далее он будет заполняться и уходить с нашей территории. И поэтому антициклону место занять всю территорию практически. Так что большая часть этой недели погода будет сухая, ветер умеренный, такой юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду, но такого штормового, как был вот в прошедшие выходные, ветра мы не ожидаем. К другим темам. Отопительный сезон начался в Алаиховском районе Якутии. Все 10 котельных поселка Чукурдах, сел Чкалов, Оленегорск, Нычалах и Русское Устье подали тепло потребителям. Для прохождения осенне-зимнего сезона есть необходимый топливно-ресурсный запас. Также во время ремонтной программы в ряде котельных было установлено новое котловое оборудование и произведена замена насосной и горелочной техники. Ремонтная кампания котельных в нашей республике продолжается, все идет по плану. На сегодняшний день 83% котельных Якутии готовы к отопительному сезону. Действительно, вчера мы начали в первом районе отопительный период наш зимний. В Алаихе затопили все котельные, запустили. Значит, до 11 сентября мы запустим полностью по всей республике наши котельные. И до 11 сентября, соответственно, по всем объектам будет дано тепло. Поэтому в целом опасений по срыву отопительного сезона никаких нет. Все согласно графику у нас, значит, идет. На этом у меня вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше новостей на наших официальных сайтах. Оставайтесь с нами.